Здравствуйте, в эфире «Вечерние новости». В прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в этом выпуске. 1 сентября повсеместно прошли торжественные линейки ко Дню знаний. Центр глобального обучения в 203-м микрорайоне Якутска открыли новое образовательное учреждение. Белые бантики. Под таким названием в Покровске ко Дню знаний провели акцию ГИБДД. Глава Республики Айсен Николаев на заседании комиссии Госсовета России по направлению экология и природные ресурсы заявил, что необходимо увеличить объем финансирования мероприятий по защите лесов России на 8 миллиардов рублей. Айсен Николаев высказал мнение, что причина неэффективности борьбы с лесными пожарами кроется как раз в недофинансировании мероприятий за последние десятилетия. Накануне глава региона в своем обращении к жителям Якутии отметил, что по поручению президента страны Владимира Путина финансирование охраны лесов будет увеличено в 2 раза. На эти цели выделят еще 24 миллиарда рублей. Что касается текущей ситуации, то на сегодняшний день на территории республики действует 27 лесных пожаров, из них по 7 проводится тушение. Всего работают более 300 человек и 31 единица техники. За сутки в республике локализовано 3 очага возгорания, ликвидировано 5 пожаров. К другим новостям, якутские пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата полагается всем российским гражданам, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 августа текущего года, при этом независимо от того, работают они или нет. Единовременная выплата полагается и тем, кто получает пенсию по инвалидности и потере кормильца. При этом для получения выплаты пенсионеру не придется ничего делать. Пенсионный фонд автоматически назначает средства по имеющимся данным. Всего по республике деньги таким образом получат более 275 тысяч пенсионеров на общую сумму в более чем 2,5 миллиарда рублей. Пенсии будут выплачиваться в следующем порядке. Все пенсионеры, которые получают свои пенсии через банки, то есть кредитные учреждения, для них будет осуществлена выплата 2 сентября. У нас таким способом пенсии получают порядка 70% пенсионеров. Те пенсионеры, которые получают свою пенсию через почтовые организации, они получат единовременные выплаты по графику вместе со своей пенсией. Зампред правительства республики Сергей Местников ознакомился с ходом работы строящихся объектов образования и культуры в Намском районе. В частности, он побывал в селе Хамагатта, где строится школа с интернатом на 220 мест и детсад на 240 мест. Далее Местников посетил Дворец культуры и духовного развития в Намцах, также новый каменный культурный центр в селе Аппаны и Хатырыкскую среднюю школу имени Амосова. Там в данное время проводится капремонт. Он отметил, что все объекты полностью должны быть готовы в 2022 году. Здесь строится одновременно несколько объектов. Мы побывали в селе Хамагатта, там строится и школа, и детский сад, которые будут введены в текущем году. Темпы строительства, в принципе, неплохие, есть небольшие отставания по школе. Я думаю, что по итогам сегодняшнего совещания строители примут меры по тому, чтобы нагнать свой план-график и сдать объект в эксплуатацию уже в текущем году. 4 социально ориентированные некоммерческие организации Амгинского улуса получили гранты главы республики. Со всего региона было подано 424 заявки, из них 20 проектов от 16 некоммерческих организаций Амгинского района. Тем самым улус вошел в топ самых активных участников конкурса. Таким образом, из 20 проектов 4 получили гранты на сумму более 4 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Проекты село Сатагай, обустройство площадки, игровой площадки, также молодежное пространство Амга Forever Young, общественной организации Батыс, издание книги есть, Амга Жемчужина Якутии, также Сатагайский проект, это Дегерен, лети высоко, голубь Дегерен. Тысячи школьников по всей стране празднуют День знаний. Для жителей микрорайона 203 в Якутске этот праздник стал по-настоящему особенным.
Там прошло открытие новой школы Центра глобального обучения. Репортаж с Аргаланы Неустроевой. Первый звонок в Центре глобального развития в этом году прозвенел впервые не только для первоклашек, но и его учителей и родителей. Честь стать первой, кто перенял добрую традицию, в стенах школы выпала первокласснице Соне Матюхиной. Немного волновалась, потому что это немножко такая ответственная роль. Но потом я поняла, что нечего бояться, и выступила. А для того, чтобы школа распахнула свои двери, необходимо было разрезать красную ленту. Сделали это тоже дети. Малышка Саная даже сохранила кусочек ленты на память. Я волнулась, когда режу ленту. И я сначала думала, что вот это будет сложно, но оказалось, что вот это легко. Открытие гимназии с нетерпением ждали все жители 203-го микрорайона. Это молодой район Якутска. Здесь только-только начинают развивать инфраструктуру и строить социальные объекты. При этом, по словам главы республики Айсена Николаева, строительство гимназии прошло в рекордно короткие сроки. На новую школу родители возлагают большие надежды. Очень суматошное, очень такое торопливое утро. В ожидании чего-то вот волшебного. Мы особо не боимся, мы рады новым знаниям, готовы к ним. И очень рады, что открылась такая гимназия рядом с нашим домом прекрасным, да, и очень большие надежды на него возлагаем, потому что это центр глобального образования. Действительно, по словам директора гимназии Александра Чудиновских, внедрение в школьную систему уникального учебного плана стало основной задачей всего коллектива школы. Это формирование навыков бережного отношения к природе и экологии. А вторая задача – это формирование навыков межкультурного взаимодействия учащихся. Это будет проходить через содержание, через учебные планы. Например, в начальной школе у нас интегрирован предмет, который называется «Планета Земля». В рамках этого предмета учащиеся через определенные понятия и категории будут формировать родную культурную идентификацию, идентичность общероссийскую и также идентичность человека планеты через экологическое воспитание. В новом здании оборудовали 26 учебных кабинетов, медицинский блок, столовую с обеденным залом, спортивный и актовый залы. Школа полностью оснащена интерактивной техникой. Кроме того, пройти обучение в новой гимназии могут и дети с ограниченными возможностями. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Праздник 1 сентября проходит повсеместно. К примеру, в Мегино-Кангаласском Улусе 634 ребенка пошли в 1 класс. С Днем знаний всех учащихся, учителей, педагогов района поздравили главы наследников Улуса, депутаты, начальники управления образования района. В этом учебном году 4 школы отметят столетние юбилеи: Батаринская, Маттинская, Жабыльская, Чамайкинская. В декабре отметим 100 лет со дня рождения первого героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Еще раз всех коллег, родителей, учеников с новым учебным годом. Здоровья, творчества, терпения, успехов, удачи во всем. В городе Покровске Хангаласского района ко Дню знаний провели акцию «Белые бантики». Сотрудники госавтоинспекции вручали водителям белые банты как знак того, что с началом учебного года надо быть аккуратными и внимательными на дорогах, особенно вблизи образовательных учреждений. Праздничные посты были выставлены как на центральной улице города, так и при въездах. Напомним, в Улусе нынче в первый раз в 1 класс отправился 491 ребенок. Конечно, я считаю, что такая акция необходима. Вообще нужно усилить контроль. Детей очень много, тем более они у нас все активные, постоянно бегают. И многие до школы добираются самостоятельно, поэтому, конечно, необходимо.
Да, конечно, безопасность на дорогах важнее всего, наверное, думаю, что вот сейчас, 1 сентября, на дорогах очень много детей, и, конечно, водителям надо быть предельно осторожным и внимательным. День знаний отметили в школе номер 2 в городе Нерюнгри. Сюжет нашего корреспондента Екатерины Павловой. Торжественная линейка на открытом воздухе – волнение первоклассников. Для них этот день – старт в новую жизнь, и первый учитель станет им проводником по пути к знаниям. Вторая школа в этом учебном году отмечает сразу 3 юбилея – 25-летие со дня открытия, 100-летие образования Якутской республики и 125-летие выдающегося политического деятеля Максима Кировича Амосова, чье имя носит школа. Мы гордимся, что нашей школе в 1997 году было присвоено имя Максима Кировича. Мы чтим и помним этого деятеля государственного. А на самом деле Максим Кирович мечтал видеть республику современной, развитой. И я думаю, что мы помогаем добиться его мечты. 25 лет назад директор второй школы Бубякина Наталья взяла 12 молодых специалистов, окончивших Якутский государственный университет. Среди них был и нынешний директор Вячеслав Пятилетов. Сегодня уже он набирает молодых специалистов. Один из них – Максим Никитин, учитель начальных классов. Здравствуйте, ребята! Максим закончил именно эту школу и после получения высшего образования в СВФУ сменил парту учителя на учительский стол и в стенах родной школы уже сам дарит знания подрастающему поколению. Тот, кто откроет тебе дорогу в мир, в будущее. Вот что такое для меня учитель. Максим знает, что учитель – важное звание, которому нужно соответствовать, и продолжает самосовершенствоваться. У молодого человека есть специальность учителя информатики, теперь он планирует отучиться на учителя математики. Молодой специалист активно интересуется IT-технологиями и призывает к этому подрастающее поколение. Эти знания, уверен Максим, необходимы в современном мире. А учитель, по-настоящему любящий детей и искренне увлеченный своей деятельностью, добивается поставленной цели и остается в сердцах учеников на всю жизнь. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00 на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.